Сегодня Туркмения отмечает 16-ю годовщину своей независимости. Впервые военный парад принял Гурбангулы Бердымухамедов. Впервые его портреты несли трудовые колонны. Впервые же он получил в подарок традиционного по случаю Дня независимости ахалтыкинца. Туркменбаши почтительно ушел в историю. Нация приветствует нового лидера. Его реформы находят всеобщую поддержку, а политика интеграции уже принесла первые плоды. Однако рэп и танцы под музыку из бандианы на главном национальном празднике пока еще похожи на дерзкий эксперимент. Разницу и сходство эпох подметил Роман Соболь. 16 лет независимости. Дата не юбилейная, но в этом году главный праздник Туркменистана особый. Первый после кончины многолетнего лидера Сапармурата Ниязова. Здесь говорят, этот год вобрал в себя и пору больших испытаний, и больших надежд. Так что по насыщенности событиями его можно сравнить с целым пятилетием. Что сразу отметили гости парада независимости. Изменился лозунг. Еще год назад войска проходили по площади с такой речевкой: народ, Родина, великий глава туркмен. А сейчас солдаты скандируют: народ, Родина, великий главнокомандующий. Имя первого президента по-прежнему в почете, его статуи во всех городах и селах, но сейчас внимание жителей Туркменистана приковано к новому главе государства – Гурбангулы Бердымухамедову. Он проводит масштабные реформы в здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании. В школах восстановлена 10-летняя программа вместо укороченной 9-летней. Во внешней политике Бердымухамедов демонстрирует – он не сторонник самоизоляции страны и старается ускорить ее интеграцию в мировое сообщество. Что осталось неизменным – это размах, с которым в Ашхабаде празднуют очередную годовщину независимости. Солдаты печатают шаг, но дальние подступы уже заволокло дымом. Наступает боевая техника. Тяжелые танки, следом зенитные комплексы, самоходные орудия, ракетные установки. В основном советского производства, техника в хорошем состоянии, и идет модернизация вооруженных сил. В разных странах постепенно закупается лучшее вооружение. Туркменистан провозгласил нейтралитет, но на запасном пути кое-что припасено. Вот истребители разлиновали небо разноцветным дымом, вот пролетает звено вертолетов. На площади освободилось место для всадников. Отточенная джигитовка, хоровод скакунов. Видно, что участнику конно-спортивной исторической миниатюры, который от имени предков благодарит президента Бердымухамедова, трудно удержать на месте горячего ахалтыкинца. Это гордость Туркменистана, и по традиции на празднике независимости каждый год главе государства дарят лучшего скакуна от кабинета министров. Для Гурбангулы Бердымухамедова это первый подобный подарок. Его предшественнику подарили 15 ахалтыкинцев. Говорят, они и сейчас живут в президентских конюшнях. Колоннами проходят трудовые коллективы Туркменистана. Впереди портрет президента. Каждая область страны, каждая отрасль народного хозяйства старается показать все лучшее. А это уже новшество. Помимо народных мелодий звучат современные аранжировки. Танец под музыку из фильмов о Джеймсе Бонде. Выступление спортсменов тоже сопровождалось модными ритмами. Туркменский рэп за здоровый образ жизни. Впрочем, в речитативе легко угадываются интернациональные слова: спорт, футбол, карате. Художественные коллективы, подшефные разным министерствам, устроили настоящее состязание. Пастухи выстроили гимнастическую пирамиду, а врачи проехали на платформе в белых халатах со стетоскопами, аккуратно заправленными в карманы. Все в духе традиций, но с определенными признаками нового. Роман Соболь, Александр Викторов, Анатолий Чернобривец, телекомпания НТВ, Ашхабад, Москва.